Исәнмесез, кадерле дуслар. Эфирда Татар кызы программасының яңа чыгышы. Хәерле көн. Зульфия, скажи, пожалуйста, как ты относишься к музыке? Мин музыка белән бик яхшы мөнәсәбәттә. И еще я люблю петь, особенно народные песни. Бүгенге сынауда син җиңүче була алыр идең дип уйлыйм. На проекте Татар кызы музыкальный конкурс. Смотрите сегодня в программе. Татарочки отправляются в музыкальное путешествие. Олга һәм җыр белән. Оркестр народных инструментов. Көй безне берләштерде. Самый музыкальный татарский ведущий. Проектта катнашыр өчен Руслан Шарафутдинов Казаннан килде. Музыку совершенно справедливо называют душой народа. И сегодня участницам проекта Татар кызы предстоит открыть эту душу. Впрочем, сделать это за один день и даже за один год невозможно. Порой на это уходит целая жизнь. Пример тому некоторые члены нашего жюри. Махмуд Шарафутдинов, Назифа Хабибулина, Дамир Сафин. Эти имена хорошо знакомы всем ценителям прекрасного. Музыкаль топны мин ышкынып каттым. Мин бик китаплар укыным, тырыштым. Кызларга унышлар телим. И действительно, без серьезной подготовки в этом конкурсе будет непросто. Но участницы проекта Татар кызы прошлых лет все же попробуют одержать победу. Несмотря на молодость, их называют ветераны конкурса. Девушек специально пригласили для участия в этом этапе проекта, и они счастливы, что снова собрались вместе. Biz бүгенге очрашуга бик шатбыз. Бөтә уңышлы килеп сыгыр дип уйлыйк. Так что мы еще посмотрим, чья возьмет. И первый этап — угадай мелодию. Конечно, татарскую. Песня Асыл яр. Сначала народный артист Республики Татарстан исполняет мелодию целиком. Потом задание становится сложнее. Только одно вступление. А дальше и вовсе только несколько первых нот. Порой не с первой попытки, а иногда через считанные секунды звучит правильный ответ. И не только серьезная подготовка сделали свое дело. Многим нашим девочкам эти мелодии знакомы с детства. А теперь им предстоит почувствовать себя музыкантами оркестра народных инструментов. Эту коллекцию любезно предоставил Махмуд Шарафутдинов. Он собирал ее всю жизнь, а некоторые инструменты сделаны его руками. А это вот мною сделано лет 30 тому назад, еще из паркетных полов старых. Это называется трещотка. Ложки, свистульки и, конечно, бубны. Итак, первое и очень ответственное выступление оркестра Татар кызы. Члены жюри не удержались и тоже вошли в состав этого народного коллектива. А что, звучит совсем неплохо. Пара-тройка репетиций и можно отправляться на гастроли. Оказалось, что главное не нотная грамота и не техника исполнения. Важно передать настроение, а оно у наших участниц всегда замечательное. Бүген без Махмуд абый Шарафутдинов белән төрлечә музыка коралларында уйнадык. Безгә бу шөгыль бик ошады. Без бик шатбыз бу вакыйгага. Музыку знают, играть умеют. Посмотрим, как они справятся со следующим заданием. Татарское караоке. Добрый
А вот здесь не так все просто. Чтобы спеть куплет одной единственной песни, надо было выучить все. Но среди наших татарочек есть по-настоящему талантливые вокалистки. Vay bile bilim, vay bile bilim, a gidelim kabeşi. Ay bile bilim, vay bile bilim, a gidelim kabeşi. Bir gerek mahtur işe sandı haşlar kabeşi. Bir gerek mahtur işe sandı haşlar kabeşi. По общему признанию и участницы членов жюри, караоке оказалось самым сложным этапом. Бүгінгі соңғы этап караоке этабы болды. Менің үшін ол бек ауыр этап еді. Чөнки қайсы бір йырларны мен білмедім. Қыздар да білген йырларны өзінсе йырлап башқара алдық бұл конкурста, Аллаға шүкір. Но это еще не все. От практики переходим к теории. Девушек ждет самый важный и самый сложный конкурс – игра «Музыкальное путешествие». Специально ради нее из Казани в Челябинск приехал всем хорошо знакомый гость. Исәнмесез, дуслар! Исәнмесез, хөрмәтле дуслар! Матур кызлар, әйдәгез алкышлык әле безнең иң матур шибәр кызларыбызга. Членам нашего жюри, уважаемые мужчины, аплодисменты, исәнмесез! Конкурс пройдет в формате настольной игры. На поле их ждет немало испытаний. Будут звучать громкие имена, любимые с детства мелодии и, конечно, искрометные шутки. Музыкальный конкурс действительно оказался не только самым ярким, но еще и самым сложным. Потому что кроме мастерства пения, девочкам предстояло изучить очень большой материал, что касается и наших композиторов, и татарских народных песен, и наших легендарных известнейших певцов. То есть человеку, не имеющему специального музыкального образования, это сделать было достаточно сложно, потому что эти знания даются в основном уже на уровне консерваторий. Смогут ли они выполнить все задания? Теперь бороться за победу будут 3 команды, у каждой из которых свое название. Безнең беренче команданың исеме Моң. 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 Как переводится слово «моң», девочки, знаем? Мелодия? Нәрсә ул моң? Вот смотри, что такое моң? Вот это моң. Ла-ла-ла, это мелодия, понимаешь? Ладно. Команда номер 1 моң, команда номер 2 называется? И команда номер 3? И переводится? Мелодия души. А кто из них победит, вы узнаете в следующей программе. Мұның білән әлі сынаулар тамамланмады. Через неделю вас ждет продолжение рассказа о музыкальном конкурсе проектах. Ул безнең проектта катнашу өчен Казаннан махсус киләчәк. Түземсезлек белән көтәшәк без. Очрашканга кадәр. Сау булыгыз, түгел бер атнадан күрешербез. Смотрите в следующей программе. Музыкаль сәяхәт дәвам итә. Телемост Берлином, Петербургом и Казанью. Какая песня Ключерева Александра Сергеевича стала музыкальной эмблемой Республики Татарстан? Участницы предыдущих конкурсов решили взять реванш. Тәҗрибәме, әллә зиһенләлекме? Кайсы җиңер? Это Альберт Асадуллин. Кто покинет проект в 2 шагах от регионального финала? Һәм кем Челәбәгә килергә әзерләнә? Смотрите нас каждый вторник и пятницу на канале ОТВ.